Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий в студии Юрий Осипов. В Якутии заключена под стражу подозреваемая в серии мошенничеств на сумму около 30 миллионов рублей. В ходе расследования в Москве она была задержана и доставлена в Якутск. 46-летняя женщина подозревается в серии мошенничеств с общим материальным ущербом для потерпевших около 30 миллионов рублей. На данном этапе в полицию поступило 9 заявлений от потерпевших. Все они являются знакомыми задержанной. Подозреваемая получала от них деньги за якобы помощь в приобретении жилья. В одних случаях женщина сообщала, что один из ее родственников работает на известную строительную компанию, которая в виде оплаты за его услуги предоставляет ему квартиры в новостройках. Затем под видом посредника она предлагала эти квартиры своим знакомым за цену гораздо ниже рыночной стоимости. В других случаях подозреваемая убеждала, что есть возможность внести потерпевших в списки переселенцев из ветхого жилья и всего за 1,5 миллиона рублей выкупить однокомнатные благоустроенные квартиры в Якутске. В настоящий момент подозреваемая водворена в следственный изолятор. В Намском районе осудили местного жителя за дачу ложных показаний. В сентябре прошлого года по делу о краже одним из доказательств были показания потерпевшего. Но во время суда он изменил свои ранее данные показания и дал суду ложные пояснения, утверждая, что сам отдал имущество подсудимому на хранение. После суда уголовное дело возбудили уже в отношении самого потерпевшего. Во время следствия мужчина полностью признал вину и пояснил, что дал в суде ложные показания, желая помочь подсудимому избежать уголовной ответственности. В Мирном вынесен приговор по уголовному делу о краже КАМАЗа. Подсудимый ранее неоднократно судимый 33-летний местный житель. Мужчина, увидев во дворе одного из домов Мирного припаркованный КАМАЗ, решил его похитить и разместил объявление о его продаже. Найдя покупателя, он продал ему автомобиль за 10 тысяч рублей. Суд приговорил мужчину к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Собака укусила ребенка в контактном зоопарке Якутска. Собака породы шпиц укусила 3-летнюю дочь посетительницы. В администрации зоопарка подтвердили информацию об инциденте, отметив, что был не укус, а прикус. По словам директора, ребенку была оказана медицинская помощь и компенсирована стоимость билета. Мама девочки в свою очередь пояснила, что никаких извинений со стороны зоопарка принесено не было. У родителей ребенка имеется медицинское освидетельствование с диагнозом укус, однако в правоохранительные органы не обращаться не собираются. В Челябинской области арестован местный житель, обвиняемый в серии убийств. В числе его жертв 4 местных жителя и малолетний ребенок. В одном из частных домов города Нязепетровска обнаружили тела 2 женщин, 2 мужчин и 4-летнего мальчика с ножевыми ранениями. Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по убийству 2 лиц и более. Полиция Кипра обнаружила останки 5-й жертвы предполагаемого серийного убийцы, обвиняемого в совершении 7 нападений за последние 3 года. Подозреваемый задержан – это 35-летний офицер армии Кипра, рассказывает Артем Сторонов. Полицейские на Кипре в воскресенье обнаружили тело еще одной жертвы предполагаемого серийного убийцы. Находка была сделана на дне озера с токсичными отходами в районе Никосии. При помощи роботизированной камеры мы обнаружили на дне некий объект. Затем дайверы достали его из озера. Это оказался чемодан, внутри которого было тело. Неделю назад в этом же озере нашли еще один такой же чемодан с трупом женщины. По данным полиции, это останки 4-й и 5-й жертв предполагаемого серийного убийцы. Первые 2 тела были найдены в заброшенной шахте в середине апреля. Еще одну убитую женщину обнаружили позже на военном испытательном полигоне примерно в 15 километрах от рудника. По подозрению в совершении преступлений задержан 35-летний офицер армии Кипра. Он уже сознался в 7 нападениях на 5 взрослых женщин и их дочек, девочек 6 и 8 лет. Тела детей пока не обнаружены. По данным полиции, со своими будущими жертвами преступник вступал в контакт на сайте знакомств. Все они были приезжими, гражданками Румынии, Филиппин и Непала. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.